производительности труда и создание высокопроизводительных рабочих мест. Это не просто задача, поставленная президентом страны перед правительством, а жизненно необходимые условия развития экономики в регионах. Для Ингушетии это также одна из важнейших стратегий роста. Одна из задач, конечно, Министерства экономики, экономическому совету, во-первых, дополнить то, что уже сегодня есть, с учетом тех требований, веяний сегодняшнего и завтрашнего дня. Это одно. И второе, конечно, понимать, на каком уровне мы сегодня находимся. То, что сейчас было озвучено, и мы где-то на довольно серьезные цифры отстаем даже от регионов Северо-Кавказского федерального округа, это нас не должно устраивать. Да, у тех регионов есть советская история, где они уже не производя сегодня новых дополнительных таких рабочих мест или профессий, они уже имеют хорошую базу советского прошлого по высокопроизводительным профессиям и рабочим местам. Мы, если даже нашу республику взять, берем там сферу здравоохранения, буквально в каком году мы первые томографы закупили, это в 2010 или в каком-то году, там, не помню. У нас их вообще не было в республике. Не говоря уже про различные заводы, фабрики, предприятия, которые бывшие советского образца были загублены, а нового тоже ничего не было. Поэтому мы, можно сказать, только начинаем над этим плотно работать, но, опять же, систематизация этих профессий, этих должностей, обязательно критерии оценки тех должностных лиц, кто над этим стоит, конечно, должно быть. Участники конференции не только поднимают актуальные проблемы показателей эффективности работы предприятий, а ищут точку развития экономики региона и потенциала создания рабочих мест. Будут добавляться новые проекты. В связи с этим в ближайшее время Министерством экономического развития совместно с другими министерствами и ведомствами республики будет проработан вопрос по формированию перечня новых проектов, планируемых к реализации в промышленном и агропромышленном комплексе с учетом создания высокопроизводительных рабочих мест. Создание высокопроизводительных рабочих мест в республике – эта тема объединила в одном зале предпринимателей, представителей бизнес-объединений, деловых и научных кругов. Само проведение, опыт, по крайней мере, мировой, показывает, что проведение мероприятий такого уровня всегда приносит какую-то пользу. Как минимум это польза, то, что люди собираются, участники процесса образовательного, процесса, который происходит в экономике, собираются и обмениваются мнениями, выражают друг другу свои проблемы. Вы сами видели это по факту. Вопрос увеличения производительности труда поднимается не только в Ингушетии. Цикл таких конференций охватил практически всю страну. Эту идею предложили на заседании промышленного комитета Народного фронта. Конференции проходят более чем в 60 регионах с начала месяца. Как вы знаете, мы все эти годы отставали от соседей. Теперь мы по объектам здравоохранения, образования, спорта и культуры практически выровнялись и очень хорошо выглядим. Теперь надо все усилия направить именно на создание высокопроизводительных рабочих мест. Если мы не будем этим заниматься, то мы будем в числе отстающих. К 2020 году по стране должно быть создано около 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. В майских указах президента страны выделен пункт о долгосрочной государственной экономической политике, согласно которому производительность труда к следующему году должна увеличиться в 1,5 раза. Министр экономического развития отмечает, что в первую очередь нужно развивать агропромышленность. Если раньше мы руководство республики больше ставило на создание социальных объектов, школ, детских садов, больниц и так далее, то сейчас нам очень важно именно сакцентироваться на промышленности и агропромышленном комплексе. У всех это понимание есть, поэтому мы будем действовать в этом направлении. По итогам конференции участники подписали резолюцию, в которую внесли конкретные предложения по реализации потенциала республики в вопросе создания новых рабочих мест в регионе. Мака Кельматова, Рамзан Миржоев, Новости 24.